Как много нам известно о полетах в космос, а о космонавтах, которые совершили эти полеты. В 2025 году 60-летие первого в истории выхода человека в открытый космос. Это знаковое событие, связанное с Алексеем Леоновым. Это второй выпуск занимательной астрономии. Присаживайтесь поудобнее. Сегодня мы поговорим о биографии человека, вышедшего первым в открытый космос. Алексей Леонов. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос. Леонов Алексей Архипович, дважды Герой Советского Союза, второй пилот космического корабля «Восход-2», подполковник, командир экипажа космического корабля «Союз-19», полковник. В марте 1965 года в качестве второго пилота космического корабля «Восход-2» совместно с Беляевым совершил космический полет продолжительностью 1 сутки 2 часа. В ходе полета 18 марта 1965 года выполнил первый в мире выход в открытый космос продолжительностью 23 минуты 41 секунда. При возвращении на Землю отказала система автоматического управления. Командир корабля Беляев впервые в практике космических полетов осуществил ручное управление посадкой. В результате корабль приземлился в нерасчетном районе, в районе деревни Сороковая. Через 4 часа экипаж был обнаружен в лесу с вертолетов и через 2 суток эвакуирован с места посадки по земле. Детство юного Алёши было совершенно непростым. Алексей Леонов родился в 1934 году в Кемеровской области в семье электрослесаря-железнодорожника. Позже отец будущего космонавта выучился на ветеринара, но вскоре произошла беда. Из-за конфликта с председателем колхоза Архипова Леонова репрессировали. Всю семью, где было 8 детей, выгнали из дома, а соседям было позволено разграбить имущество врагов народа. Архип Леонов отсидел 2 года, после чего его реабилитировали. После реабилитации главы семейства Леонова переехали в Кемерово. Вскоре началась Великая Отечественная война, и маленький Леша в тяжелые годы помогал прокормить семью. Алексей Леонов был не просто космонавтом, а настоящим художником. Я рано начал рисовать, и уже лет 10 этим зарабатывал. Отец с завода приносил мне хозяйственные масляные краски, помогал мне натягивать на раму простынь, грунтовал ее мелом или мукой. А я рисовал ковры, большие, 2 метра на 1,5. На рынке они дорого стоили, 2 буханки хлеба. Рассказывал Леонов через 60 лет журналу «Огонек». Шла война, время было тяжелое, и Алексей помогал матери и отцу кормить большую семью. Позже он планировал поступить в Рижскую академию художеств, но страсть к небу оказалась сильнее. С детства мальчик занимался оформлением стенгазет и мечтал поступить в Рижскую академию художеств. Увы, Леонова не приняли, хотя комиссии понравились его работы. Причина была в другом. У молодого парня не было денег, чтобы снимать жилье, а общежитие академии полагалось только старшекурсникам. Тем не менее, любовь к рисованию Алексей Леонов пронес через всю свою жизнь. Леонов, вероятно, единственный в мире художник, который побывал в открытом космосе и смог передать его красоту посредством живописи. Помимо этого, он создавал советские почтовые марки. В содружестве с художником-фантастом Андреем Соколовым он создал ряд почтовых марок на космическую тему. Первые марки авторства Леонова были выпущены в 1967 году ко Дню космонавтики. Затем был цикл «Космическая фантастика», а в 1972 году Леонов и Соколов создали цикл из 6 марок к 15-летию космической эры. Марки этой серии были признаны лучшими марками СССР 1972 года в разделе «Советская наука и техника». После выхода в открытый космос в 1965 году Алексей Леонов мог отправиться на Луну. После выхода в открытый космос, в ходе которого Леонов проявил мужество при возникновении нештатной ситуации, он мог отправиться и на Луну. В 1965 по 1969 года Леонов входил в группу космонавтов, готовящихся по советским программам облета спутника Земли. Леонова включили в состав экипажа, и вскоре космонавты написали письмо в Политбюро ЦК КПСС с просьбой разрешить лететь к Луне. Их целью было сделать это раньше США, которые планировали аналогичный полет в декабре 1968 года. Но разрешения не было получено. Руководство смущали неудачные полеты советских беспилотных кораблей. Леонов и другие космонавты все же продолжили подготовку, но их миссия так и не состоялась. Трагичен тот факт, что террорист, совершивший покушение на Брежнева, едва ли не убил космонавта Леонова. 22 января 1969 года была запланирована встреча советских космонавтов, членов экипажей «Союз-4» и «Союз-5», в которой также должен был участвовать Леонид Брежнев. Этот день мог стать для Алексея Леонова роковым. Днем 22 января на автомобиль, в котором ехал Леонов и другие космонавты, было совершено нападение. Младший лейтенант Виктор Ильин обстрелял машину из 2 пистолетов.
Целью Ильина, впрочем, были не космонавты, а сам Брежнев, но он перепутал автомобили. Его смутил сидевший на переднем сиденье космонавт Георгий Береговой, похожий на советского лидера. Кстати, в автомобиле помимо Леонова находилась Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. В ходе нападения погиб только водитель, остальные успели пригнуться. Впоследствии Виктор Ильин был признан невменяемым и отправлен на лечение. Знали ли вы, что Леонов был банкиром? В 2000 году Алексей Леонов стал вице-президентом Альфа-банка. Официально должность космонавта звучала как советник первого заместителя председателя Совета директоров. Что именно входило в его обязанности, понять сложно. Тем не менее, Алексей Архипович посещал различные мероприятия, и важные встречи, а репродукции его картин использовались как оформление банковских карт. Алексей Леонов – человек, который преодолел земное притяжение, чтобы первым в истории человечества выйти в открытый космос, доказав возможность работы в нем. Его жизнь – пример смелости, стойкости и стремления к познанию, а также посвящение себя служению Родине. Он оставил свой след не только в истории космонавтики, но и как художник и общественный деятель. Благодарю за просмотр. До новых встреч! Но я уверен, ребята, что скоро наступит такое время, когда вы, если захотите, то полетите в космос. Я в это верю.